Он поет на своем, но чтобы понять, о чем, не обязательно знать язык. Единство, вера в светлое будущее и сплоченность. Старинные ритмы гор созывают на праздник всех жителей и гостей столицы. Принять участие и разделить торжество вместе с ним. Тем временем для всех желающих бесплатные мастер-классы дают дагестанские умельцы. Они не только показывают свою продукцию, но и рассказывают о процессе изготовления изделий и делятся своими секретами. Забивается металл в дерево вот таким образом. Сперва делается надрез такой, ставится вот такая мельхиоровая пластинка, и режется вот так притык и точный молоточный удар. Потом все шлифуется, красится бордовой натуральной морилкой, и в итоге получится вот такая работа. В основном ценные породы, да, абрикос, грецкий орех, боярышник, бук, кизил. Сколько времени уходит на создание вот этого шедевра? Ну, где-то 2-3 месяца. А вот эти кувшины только на первый взгляд кажутся серебряными. Мастер медночеканных изделий из Хасавюртовского района Дагестана этим ремеслом занимается с детства. Тонкости техники, ручной гравировки и придания сосудам нужной формы. Всему этому его научили предки. Сегодня Магомед Шейхов старается, чтобы это дело не оказалось забытым. Село испокон веков занимались вот этим ремеслом. Это называется лудильное по металлу материал. У нас основной мед и латунь. Сперва раньше мы покрывали олово. Называется лужение. Сейчас мы научились никелировать. Поздравить и разделить вместе с гостями торжество приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов осмотрел подворье, пообщался с представителями разных диаспор и познакомился с национальными блюдами, о которых раньше не слышал. У нас называется бахок. Бахок? Да, на аварском. Это халва. Вот это с чем? Фасоль? Это суп. Там и фасоль, там и кукуруза. 9 ингредиентов. От разнообразия блюд рябит в глазах: хинкал, чуду, узбекский плов, абрикосовая каша, чапельгаш. Настоящее гастрономическое путешествие даже для самых искушенных гурманов. Одни межерик называют, другие сиспал называют. Там курдюк, лук, тмин. Вот халва жидкая. На топленом масле варят пшеничную муку, добавляют сироп. И вот тоже наше национальное блюдо. Вот творог со сметаной, вот чудушки из творога. А вот плов тут двух видов: узбекский и киргизский. Мадина Мадрахимова делала его к празднику с особой любовью, чтобы удивить гостей и хотя бы на несколько минут перенести на свою малую родину Киргизию. Рецепт как это обычно, его чайхана у нас готовит. Ну я сейчас по-домашнему готовила. Сначала мясо, потом лук, морковку пожарила. И вот рис потом в конце. У нас такой плов получилось. И получилось такое чудо, да? Да. Угощаем вас тоже. Плову много. Гастрономический фаворит по-прежнему кавказский шашлык. Готовят его опытные повара, представители двух диаспор, азербайджанской и дагестанской. Сегодня они соревнуются между собой на качество, быстроту и вкусовое превосходство любимого деликатеса. Какой шашлык вкуснее, вот по-вашему? С какого мяса? Баранина вкусные. Баранина, корейка очень вкусная. Баранина, корейка, спинка, все они вкусные. Шашлык уже готов. Вот. Секрет у нас никуда не говорит. Совсем скоро жюри должно оценить старания поваров и решить, у какой диаспоры шашлыки получились лучше. Но наш голос мы смело отдали в копилку азербайджанской диаспоры. Шашлык получился настолько вкусным, что все уплетают его с удовольствием. К сожалению, с рецептами и секретами с нами не поделились, но мясо очень мягкое и очень вкусное. В День народного единства было бы неправильно кого-то разделять или обделять, тем более, что все старались. Поэтому первое место получили все команды, а в качестве призов настоящие кавказские папахи. Кроме прекрасной солнечной погоды, этот день украсили и солисты, а гости мигом пускаются в пляс. Праздник мира, добра и толерантности. Он действительно объединяет. В самом маленьком регионе страны в мире и согласии проживают более 70 национальностей. Для каждой из них Ингушетия успела стать второй родиной. Здесь они нашли своих друзей, кров и долгие годы живут в соседстве. Как, например, Лорхен Гюнтер. У представителя немецкой диаспоры даже мысли не было уехать из региона. Вот у меня нет ни братьев, ни сестер, кроме моих 2 детей. Поэтому
Мои друзья, мои братья, мои сестры здесь находятся в Ингушетии. Я счастлива, что у меня такие исключительные соседи. Они всегда беспокоятся, нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Всегда оказывают помощь мне. Руку помощи никогда не отнимают от меня. День народного единства празднуют только раз в году, но поддерживают это единство на протяжении долгих лет, не забывая древний постулат «В единстве наша сила». Фестиваль художественной самодеятельности Ассамблеи народов Ингушетии собрал представителей самых разных национальностей. Сегодня представители всех национальностей, начиная с киргизов, азербайджанцев, грузинов и так далее, все народы сегодня здесь. Мы провели конкурс шашлыка, мастер-класс лепешек идет, фестиваль национальных культур идет, художественной самодеятельности республики. И это все в совокупности объединяет все народы. И это наш мир. Пользуясь случаем, я поздравляю весь наш мир, всю нашу Россию с праздником Днем народного единства. Народные гуляния прошли на славу, несмотря на сложную ситуацию с коварным вирусом. Всем гостям раздавали медицинские маски и обрабатывали руки. Одно можно сказать точно: голодным и грустным отсюда никто не ушел. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.